Специалисты опасаются, что смертельный вирус, вызвавший панику во всем мире, может распространиться в лагерях перевоспитания, где содержатся миллионы уйгуров и других тюрков. Согласно отчету экспертов, руководители и сотрудники лагерей не готовы к возможной вспышке эпидемии и подчеркнули, что санитарные условия в данных учреждениях оставляют желать лучшего. Ранее Адриан Зенс из Американского фонда жертв коммунизма заявлял, что коронавирус стал очередным звеном в восточно-туркестанском кризисе и поднял уйгурский вопрос на новый уровень. Другое предупреждение поступило от профессора китайской истории из университета Джорджтауна Джеймса Милларда. Основываясь на показаниях бывших узников, Остин Рамзи из редакции New York Times заявил, что в случае попадения вируса в лагеря регион столкнется с фатальными последствиями. Систематические репрессии и гонения, устроенные Коммунистической партией Китая в отношении народа Восточного Туркестана, продолжаются. По сообщениям Туркестан Пресс, китайские власти выделили 680 миллионов юаней на расширение исправительных лагерей, в которые Пекин планирует заключить еще 500 тысяч человек. Подобные учреждения Китай называет центрами профессиональной подготовки. Китай приостановил внутренние и международные рейсы воздушного, морского и наземного транспорта из-за быстро распространяющегося коронавируса, жертвами которого стали 41 человек. Согласно решению, которое вступит в силу со следующего понедельника, туристические агентства не смогут продавать групповые туры и комплексные программы за пределами страны. Причиной такого решения является перенос заболевания гражданами Китая во многие страны мира, в частности США, Европы и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава Китая Си Цзиньпинь провел с постоянным комитетом Политбюро совещание по данному вопросу и заявил, что страна может столкнуться с серьезной проблемой из-за быстрого прогрессирования вируса. В Гонконге была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией нового типа коронавируса, появившегося в Ухане. По сообщениям South China Morning Post, глава административного округа Кэрри Лэм заявила, что правительство повысило меры безопасности. Детские сады, начальные, средние и общеобразовательные школы, которые должны начать функционировать с 3 февраля, будут закрыты до 17 февраля. Также отменен марафон, запланированный на 7 и 8 февраля. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции поделилось последней информацией о землетрясении в Элязыге. Согласно заявлению, благодаря действиям, координируемым АФАД, число людей, спасенных из-под завалов, достигло 43. Погибло свыше 30 граждан. 1466 человек обратилось за медицинской помощью. Было установлено 8556 палаток, снесены 72 здания, проведен анализ 514 строений с серьезными и 409 с незначительными повреждениями, а также рассчитан ущерб, нанесенный разрушительным землетрясением.